Сегодня тема нашего эфира будет посвящена нашему подбору домашнего ухода за волосами. Поговорим также про наши все уходовые продукты, которые представлены в нашей компании, про наши все средства, да, для каких волос они подходят, как правильно их использовать. В общем, все, что касается волос и наших средств, мы сегодня разберем. Начнем эфир с того, что я представлюсь. Зовут меня Елена Стрелкова. Я вообще по профессии парикмахер. В компанию я пришла год назад, ну, больше, чем год назад, в феврале 25 года. И на данный момент уже у меня, я закрыла свой первый ранг, это ранг сами-мастера. После переезда в Минск я открыла также свою небольшую студию в Минске, где подбираю девочкам уход, рассказываю, как правильно его подбирать. И также у меня там есть мой шоурум, открыла я также с нашей продукцией. И мои клиенты, все, кто приходят, гости, могут также познакомиться с продукцией, протестировать ее на себе, да, увидеть визуально, скажем так, эффект, познакомиться с ней, также зарегистрироваться. Ну и начнем. Как правильно нам определить, да, что нам нужно нашим волосам, вашим клиентам. Начнем с того, что, чтобы определить правильный уход, нам нужно понять, какой у вас либо у вашего клиента тип кожи головы. Это основной момент, и какая у него по длине полотно, да, какое оно, поврежденное, либо окрашенное, либо были какие-то техники, осветления, в общем, все, что было по длине, это тоже всегда спрашивайте у своих клиентов. Но начнем с того, как определить, какой тип кожи головы у вас либо у вашего клиента. Существует всего 4 типа кожи головы. Это у нас сухой, нормальный, комбинированный и жирный. Теперь более подробно остановимся на каждом. Смотрите, сухой тип кожи головы. Это, как правило, когда клиент вам говорит, что моет голову раз в неделю, и ему как бы нормально. Он не чувствует такое сильное загрязнение на голове, да, нету каких-то сильного выделения себума. Нет, у них нормально мыть раз в неделю голову. Это значит сухой тип кожи головы. Как правило, они очень все чувствительные, это кожа головы, это 100%. Ну, большинства людей, она чувствительная, это тоже нужно учитывать. И поэтому ей нужно очень деликатное очищение. Дальше у нас также нормальный тип кожи головы. Это когда клиент вам говорит, что он моет голову где-то через 4 дня примерно, да. То есть 3-4 дня, может быть, вот так вот. И он тоже как бы не быстро ощущает загрязнение на голове. А уже комбинированный тип кожи головы, там уже у нас моют голову почаще клиент, это где-то через 2-3 дня примерно, да, и уже они понимают, что, ну, как бы волосы, корень, он на них не свежий, и его хотелось бы уже очистить. И жирный тип кожи головы – это когда моют голову каждый день, либо уже к вечеру вы понимаете, что у вас, ну, прям совсем не свежий корень, да, уже настолько там перепиталась ваш корень, именно волос, что хочется уже быстрее его помыть. Но когда еще вам клиент говорит, что он моет голову каждый день, тут обязательно должно быть уточнение, почему он моет его каждый день. Потому что у него уже грязный корень к концу дня, либо потому что он просто вынужден делать укладку каждый день. Это тоже важный момент, да, то есть уточняйте, потому что если он просто, у него как бы кожа не зажирнилась, да, она у него свежая, но ему нужно просто освежить укладку. Тогда шампунь, естественно, мы не будем рекомендовать для жирного типа кожи головы, потому что кожа пересушится и будет только хуже. А если человек говорит, что к вечеру, да, у меня уже не свежий корень, я уже понимаю, что все, у меня себума много на голове, значит, тогда мы будем рекомендовать шампунь для жирного типа кожи головы. Но и тоже уточняйте всегда у клиента, какая у него кожа на лице. Это тоже такой большой как бы аспект, нужно его учитывать, потому что зачастую клиенты тоже неправильно себе подбирают и выбирают, какой у него тип кожи головы. Смотрите, кожа на лице и кожа на голове у нас одинаковая, она не может быть разная вообще. Если есть какие-то расхождения, вы спрашиваете, уточняете, и вам говорят, что кожа на лице у меня сухая, а голова у меня уже к вечеру вся жирная, мою я каждый день, да, не ощущаю чувства свежести, значит, неправильно подобранный уход. Как правило, это будет, значит, шампунь очень такой агрессивный, который очень хорошо будет очищать кожу головы, соответственно,
сухой коже это не надо, она будет себя же начнет сама и защищать, выделять больше себума, да, как бы стараться себя увлажнить. И тогда получается у человека, да, такой вот дисбаланс, что кожа у него сухая, а кожа на голове жирная. Значит, неправильно подобранный уход, как я сказала. Поэтому всегда это тоже уточняйте. Я у своих клиентов всегда спрашиваю, потому что, ну, разные ситуации бывают. Кто-то говорит, что голова наоборот, у него ну, мою каждый день, да, но не ощущается свежести. Тут тоже нужно понимать, из-за чего и как, и, ну, уточнять все моменты у человека, чтобы правильно подобрать ему уход. И по длине, смотрите, длина у нас тоже разная бывает. У кого-то они натуральные, у кого-то они окрашенные просто красителем натуральный цвет, у кого-то они осветленные, мелирование, у кого-то техника была, у кого-то был до этого кератин и ботоксы, разные модифицирования, да, химические завивки. Это все тоже нужно понимать, потому что полотно тоже со временем длина волос травмируется, тем более если это еще и агрессивные были какие-то техники применены на волосы. И, соответственно, исходя из этого, мы подбираем тоже кондиционер и маски соответствующие. Они тоже разные. Они не одинаковые, и не всем один и тот же кондиционер можно рекомендовать. То есть, если мы понимаем, что полотно у нас уже поврежденное, скажем, из-за каких-то осветлений, химических завивок, кератин тоже. Но кератин, смотрите, первые месяцы, да, на нем очень большая пленка, прям толстое-толстое наслоение пленок идет на волос, за счет которых мы, в принципе, не можем дать волосу ничего. Ну, то есть уход, наши маски не пробираются внутрь как бы волоса, да, не проникают. Они работают только поверхностно. Поэтому первые месяцы, как правило, месяц-два, нам нужно очень мягкое очищение, чтобы пленочка это как можно дольше задержалась на волосе и не так быстро вымывалась. Но потом, когда этот кератин начинает уже смываться, все, волос начинает истончаться. Что бы ни говорили, что бы ни рассказывали, все трихологи, все специалисты говорят об одном, что с кератином снимаются чешуйки волоса, и за счет этого они начинают истончаться, ломаться, повреждаться еще больше. Это не эффект того, что кератин смылся, да, и вот волосы стали такие, как были у вас раньше. Нет. С кератином смываются ваши чешуйки, и они очень сильно травмируются. Поэтому кератин тоже далеко не всем нужен, в редких случаях. Особенно блондинкам, как бы я бы вообще не рекомендовала это однозначно. Либо у кого-то были когда-то техники осветления, в общем, ну, кератин это отдельная тема. Просто я вкратце хотела бы вам объяснить, что тоже как правильно подобрать, да. Если клиент говорит, что у него кератин был недавно, значит, мы берем мягкие линеечки. Об этом я тоже расскажу дальше. Если он говорит, что кератин там был у него уже полгода, соответственно, мы понимаем, что уход должен быть максимально интенсивный, чтобы напитать, закрыть, опять же, наши чешуйки и не дать, да, им поломаться, истончиться и началось у нас сечение волоса. То есть тоже такой момент уточняйте всегда. Ну и теперь начнем с наших средств. Какие же линеечки у нас представлены? Сейчас начнем разбираться. Значит, так, смотрите, линейка наша, начнем с нее с кальке. Здесь у нас представлен шампунь и кондиционер. Все у нас средства представлены в больших объемах, 500 миллилитров, да, очень долго хватает, проверено уже, что, ну, месяцев на 8 точно, вот полгода, если длинные прям волосы, полгода хватает. Если немножко короче, 8 месяцев стабильно. Они все концентрированные, их много, не надо использоваться и не надо наносить. Эта линеечка предназначена для жирного типа кожи головы. У кого есть, да, такие проблемы, ну, прям очевидные, выраженные, да, с жирностью, и у кого есть проблемы какие-то вот на фоне этого с дерматиты разные, да, шелушение кожи, опять же, эта линейка очень хорошо будет помогать. Также хорошо эту линеечку, мини-шампунь, я рекомендую как пилинг кожи головы использовать. Когда мы используем его именно как пилинг, мы его наносим не так, как шампунь, просто вспенили, да, и распределили по голове, а наносим именно кисточкой по проборам. Распределяем по проборам и наносим кисточкой интенсивно в кожу. И тогда уже хорошо прорабатываем, массируем, выдерживаем буквально там пару минут, 2-3 минутки, да, и смываем. Так просто продукт тогда больше соприкасается уже с кожей и воздействует интенсивнее на вашу кожу, да, и, соответственно, более глубоко ее очищает.
Тогда сразу же оговоримся, для кого же нужен пилинг, да, кому он нужен в первую очередь. Опять же, это у кого обладательница жирной и комбинированной кожи головы. Нормальным можно применять, но не часто, может быть, где-то раз в месяц, раз в 2 месяца. Сухой кожи головы пилинг я бы вообще убрала, им она не нужна, потому что у них кожа очень тоненькая, очень чувствительная, она, как правило, не так много выделяет себума, да, соответственно, не так наслаиваются все накопления на коже, и как бы очищать ее не нужно. А вот уже жирной комбинированной можно раз в неделю использовать пилинг, как глубокое очищение, как пилинг именно использовать. Тоже учитывайте этот момент, если будете рекомендовать. Так, с этой линеечки кондиционер. Ну, кондиционер у нас этот вообще тоже очень хороший. Мне он нравится тем, что у него в составе очень много масел. Соответственно, он прям будет хорошо вам напитывать волос, да, заполнять его, пустоты, ну, наполнять и восполнять все пробелы, которые у нас есть после осветлений, после окрашиваний. Очень хорошо работает. Вот как раз-таки этот кондиционер можете рекомендовать блондинкам, с техникой осветления. Те девочки, которые после кератина, да, вот через там какой-то промежуток времени, полгода, там, от 4 до полгода, вот примерно, вот, ну, в зависимости, кто как часто делает и у кого как смывается, кто когда этого, тоже надо понимать, какой у человека был уход. Если он не сделал кератин и применял продукты, которые агрессивного, да, шампуня воздействия, то, соответственно, у него пленка смоется быстрее, и ему, возможно, уход понадобится уже там через месяц. А если человек использовал правильно, себе подобрал потом уход, соответственно, у него вымоется он медленнее, и можно первое время не такой применять глубокий уход. Но вот этот кондиционер будет хорошо работать, когда уже смылась пленочка, и нам нужно напитывать волос. Он густой. Да, некоторые жалуются, что распределить его тяжело, но смотрим, чтобы всегда кондиционер мы распределяем сначала по рукам, а потом уже доставляем его как бы в волос, да, начинаем постепенно с кончиков прорабатывать хорошо, не трогая корень. Шампуни мы всегда, запомните, очищаем. Забыла вот сказать еще информацию в начале, что шампунью мы всегда очищаем голову 2 раза. Одного раза никогда недостаточно. А с первого раза, особенно если это жирный тип кожи головы, мы очищаем поверхностно, да, все, что накопилось там до пыль, опять же, какие-то просто загрязнения, но так, чтобы хорошо очистить кожу с первого раза недостаточно. Поэтому прорабатываем шампунь всегда 2 раза и распределяем его правильно. Опять же, не так, что взяли, как некоторые, на ладошку шампунь, плюхнули наверх и потом пытаемся эту массу интенсивно распределить по всей коже головы, либо по волосам, начинаем волос еще в это время там как мочалку тереть. Конечно, они травмируются. Какой может быть, как и там уже уход потом, может, и не поможет, когда вы их уже все сломали просто сами своими же руками. Поэтому всегда шампунь тоже наносим на руку, распределяем по рукам, по пальчикам, и потом уже с пальцев распределяем по коже равномерно, да, именно кожу, потому что задача шампуня очистить кожу головы, не волосы, а именно саму кожу. Все, больше задачи шампуня никакой не стоит. Ну, конечно, может быть, не повредить длину, если это осветленные волосы, да, но в первую очередь это очистить кожу. Все. Больше никакой задачи у него не стоит. Поэтому тоже используем правильно и объясняем клиентам правильно. По пальцам, из пальцев распределяем, доносим на всю кожу. Не на одно какое-то место, и потом это все вспениваем, а именно прорабатываем хорошо всю кожу головы. Значит, еще раз. Линейка Скальпке подходит для жирного типа кожи головы. Можно комбинированным, но не так часто. Использовать его нужно еще как пилинг, да, наносим его попрядно. И людям, у кого есть проблемы там такие прям серьезные, может быть, сибарейный дерматит на фоне, если он именно не сухой, а влажный, да, такие бывают тоже моменты. Перхоть тоже, если бывает у кого-то вот прям не сухая, сыпется, да, как песок, а именно корочками влажными, то тоже хорошо подойдет вот эта линеечка. Дальше у нас идет наша серия Herbal. Она мне очень нравится. Ну, одна из, скажем так, моих тоже любимых, так как я блондинка, и у меня комбинированный тип кожи головы, это прям, ну, я себе нашла вот этот вот уход. Начну с шампуня. Как я уже сказала, подходит к комбинированному типу, либо нормальному типу кожи головы.
Почему я сказала, что подходит и блондинкам? У него очень хорошо сбалансированный pH, да, подстроенный под нашу кожу. И, соответственно, он нам ее не травмирует как-то, не разрушает. И также не затрагивает нашу длину, не разрушая ее. Он очень мягкий, но хорошо очищает кожу головы. То есть это вот такая распространенная проблема у девочек бывает, когда они приходят и говорят, что вот у меня корень очень-очень жирный, а длина сухая. И они не знают, что им делать. То ли мягкий шампунь, да, чтобы не повредить кожу, то ли прям очищающий шампунь, чтобы очистить кожу головы. Вот этот вот шампунь будет им спасение, это 100%. Очищать кожу будет хорошо, но в то же время будет не травмировать длину. Рекомендуйте вот его 100%. Это, ну, прям блондинкам он полюбился вообще всем. И этот кондиционер тоже. Он работает моментально, как все любят девочки, да, чтобы сразу и мгновенно получить результат. Если с этим кондиционером немножко надо нам, ну, поработать, скажем так, да, за счет того, что у него много масел именно в составе, и он по консистенции своей немножко густой, и, ну, достаточно очень густой. То есть его наносим прям так хорошо, на мокрые волосы распределяем хорошо. Этот же кондиционер немножко не такой густой, пожиже, но очень хорошо разглаживает волосы. Шелковистый сразу появляется, даже вот в мокром состоянии сразу просто. Там немножко надо подождать, а здесь моментально у вас появляются шелковистые волосы, гладкие. И со временем, вот я заметила, что у меня клиенты говорят, что когда пользуются всей линеечкой, а, волосы как-то уплотняются, да, то есть становится, что ли, плотнее, гуще, ну не гуще, а именно вот плотнее по структуре, более сильные становятся, не такие ломкие, поврежденные, блестящие, во-первых, становятся очень, то есть действительно наполняет, восполняет структуру, да, и, ну, очень хорошо работает. Эта линейка полюбилась блондинкам вообще 100%. Но несмотря на то, что кажется, что он темный, да, на цвет волос он никак не влияет. Не смывает его, ни блондинкам не уходит в рыжину. В общем, то, что надо. Тоже берите себе на заметку. Дальше у нас пока еще есть в наличии наша линеечка Абсолют, шампунь, кондиционер, там еще маска. У меня, к сожалению, сейчас маски нету, израсходовала, не успела еще приобрести, но здесь еще есть маска. Эта линейка, наверное, любовь многих. Я не знаю, кто бы ее не пробовал, кто бы ее тоже не полюбил. Если к остальным линеечкам надо приналовчиться, то это прям любовь всех. Я не знаю, все с нее начинают, и все, ну, большинство остаются на ней же. Зачем же она так хороша? Во-первых, из-за того, что у нее в составе нет силиконов. Это вот продукт, который просто из натуральных компонентов составлен и не имеет в составе силиконов. Шампунь хорошо подходит для нормального типа кожи головы. Можно комбинированным, но когда человек не знает, то ли комбинированный, то ли нормальный, что-то средненькое такое, да, вот эта серия будет хорошо подходить. А у кого проблемы с перхотью, тоже хорошо будет работать. У кого проблемы с выпадением, это тоже уже проверено. У нас много отзывов и наших наставников, и партнеров, и просто людей, кто на этой серии, да, как бы помог себе справиться с выпадением волос. Шампунь, как я сказала, да, для нормального типа кожи головы больше подходит. Можно комбинированным, так, про перхоть и про это сказали. Кондиционер. Кондиционер мне нравится тем, что, опять же, за счет того, что у него нет в составе силиконов, его смело можно рекомендовать тем, у кого короткие волосы. Объясню почему. Потому что зачастую, как правило, люди, у кого короткие волосы, короткая стрижка, не берут кондиционеры, боятся, вернее, их использовать, потому что говорят, что после них нанесение становится жирный корень. Ну, это логично, потому что им тяжело его распределить по длине, потому что они короткие, как-никак ты затронешь свой корень, да, и, соответственно, если мы затрагиваем корень, этот продукт там, ну, минимально остается и запечатывает наши немножко поры, да, и, соответственно, загрязняется кожа быстрее. А вот уже у кого длинный волос, да, им проще. Они могут по длине поработать, да, с кондиционером, но не трогая наш корень. И хорошо увлажнить, запечатать наши кончики. Так вот, так как здесь нету силиконов, этот кондиционер смело можно наносить на кожу головы. Соответственно, не пережирнит, не переутяжелит, в течение дня останется свежий корень.
Да, и вот этот продукт очень хорошо подходит для обладательницы, вот у кого короткий волос, кто боится кондиционеров. Кондиционер нужен всем абсолютно, без разницы какой-то длины волос, тем более, если он еще и осветленный, ну, это просто надо. Вы просто понимаете, что это просто надо за счет того, что чешуйки после осветления наши раскрытые, они быстрее подвергаются травмированию. И основная задача кондиционера — закрыть эти чешуйки, да, наполнить, напитать и закрыть как можно, ну, поверхностно, скажем так. Поэтому кондиционер нужен всем. Это ошибочное мнение, когда кондиционерами не пользуются. Так что берите на заметку тоже этот кондиционер. Можно рекомендовать, у кого короткий волос. Это, ну, тоже очень-очень большой респект этой, как говорится, линеечки. Ну, потому что очень многие процент людей не наносят кондиционер из-за того, что боится, что перетяжелит волосы. В этой же серии, как я сказала, есть еще и маска. Ее также можно наносить на корень. Она тоже не без силиконов, за счет того, что у нее природный натуральный состав. Использовать маску мы можем где-то раз в неделю, именно как глубокий уход. Будет хорошо напитывать волосы, опять же, да, восполнять нашу структуру, заполнять. Но она немножко, скажем, в таком плане больше лечебным работает против выпадения волос, либо какие-то проблемы, если есть вот с кожей головы. Так как здесь у нас содержится есть и цинк, и пантенол, да, как бы пантенол нам немножко успокоит кожу, цинк нам ее, ну, где-то уберет вот эти вот проблемы именно с перхотью, да, поэтому она больше такая как бы лечебная, направлена именно на какие-то проблемы, ну, вот кожи головы больше, наверное, нежели по длине. Потому что по длине маски я бы рекомендовала наш протеиновый тритмент. Ну и начнем тогда уже с нашей линейки протеиновой. Кому же она подходит и что, да, в ней такого тоже классного. Эта линеечка, лично я, и я многих своих мастеров-бьютиков, парикмахеров подсадила на нее в плане каком? Мы используем ее и применяем у себя в салоне в работу. Маску я использую после интенсивного осветления, разных, да, мелирований, техник, просто как уход. И вот уход я использую именно с нашим шампунем. Полноценный протеиновый уход. Он сейчас очень востребованный, да, если раньше были и липидные уходы, просто какие-то салонные уходы по восстановлению. Вот этот набор полностью закрывает все потребности и ничем не хуже профессиональных средств, которые используют, да, мастера в салоне по как бы восстановлению и процедуре восстановления волос. Этот набор использовать можно и нужно в салонах красоты. Состав у него очень хороший, на протеинах, аминокислоты есть, увлажнение есть, все есть, закрывает все просто, ну, потребности, которые нужны волосу, чтобы наполнить его и закрыть наши все пробелы. Шампунь подходит для сухой кожи головы. У кого она очень чувствительная, тоже подходит она. А если у вас такой комбо попало, что волос осветленный и еще и сухая кожа головы, все, это просто спасение будет этому человеку. Он останется очень довольный этой линеечкой 100%. Шампунь мягкий, деликатный, не травмирует ни волосы, ни кожу, мягко очищает, напитывает, восполняет структуру волоса белком, да, подготавливает как бы волос уже к нанесению вот именно этого продукта. Этот продукт, протеиновый тритмент, я его называю, это глубокое восстановление волос. Это маска для волос с глубоким восстановлением, потому что, опять же, здесь в этой линейке есть протеины. Протеины — это белок, это строительный материал, грубо говоря, для волоса. Так же, как и для организма белок — это строительный материал, также и для волоса, потому что волос тоже состоит из белка. Поэтому этот продукт хорошо проникает внутрь, да, и запечатывает все пробелы, то есть составляет кирпичики в рядочек, чтобы они не были как бы пустыми, разбросанными, а строит такую стену, да, как бы в волосе очень прочную и хорошую, такая кладка, да, как если представить строительный, как строится дом, как ложится кладка. Вот этот продукт тоже также постепенно вам будет выстраивать ваш фундамент дома и хорошо работать именно с волосом. Единственное, что применять его в инструкции у нас на сайте представлено два способа, но я нашла для себя один, и он очень хорошо работает, когда его именно разводишь с водой.
Когда сразу он жидкий, да, кто пробовал, тот знает, что он в форме такой, как водичка. А, У него еще есть, кстати, эффект, термоэффект, когда вот именно в таком неразведенном виде наносите на волосы, при соприкосновении с волосами волос начинает становиться тепленьким, да, появляется как термоэффект, за счет чего продукт хорошо уходит внутрь. а, и наполняется. Но мне не нравится то, что как бы не экономично, скажем так. Где попало, где не попало, тяжело распределить, быстро израсходуется продукт, плюс волосы при мытье, когда наносят девочки его, уже становится не мокрый, а все продукты, особенно кондиционеры и маски, мы наносим только на мокрый волос. Тоже вот запомните себе, когда волос мокрый, значит он открытый, мы можем с ним работать. Если нету влаги, да, вот если он не мокрый, значит он закрытый. Все, и мы работаем, получается, как бы уже поверх волоса. Не внутри, не в структуре, да, не глубоко, а поверху просто. Поэтому всегда запомните, что все наши продукты, именно кондиционеры, маски, несмываемые уходы, мы их дальше разберем, наносим на мокрый волос. Все. Волос, чем мокрее у вас волос, тем больше он открытый, тем больше вы можете ему дать. И как бы, да, это вам только пойдет на пользу. То есть запомните, вода – это проводник в мир волоса. Все. Больше другого варианта не существует. И вот поэтому, когда вы начинаете распределять его в чистом виде, как я сказала, это уже не экономично, где попало, где не попало, волос начинает подсыхать, начинает закрываться, ну, то есть как бы эффект теряется лично для меня. Как я пробовала тоже, ну, мне не понравился, но не так, как, скажем, когда я развожу его с водой. Пропорцию разведения с водой примерно где-то 1 к 2 берем, и водичка должна быть тепленькая. Не горячая, не холодная, тепленькая водичка 1 к 2. Можете заранее, у меня даже есть девочки, которые с утра знают, допустим, что у них вечером процедура, да, интенсивного восстановления, они с утра развели, и у меня такая клиентка тоже есть, она мне прям так подсказала лайфхак. Говорит, ты знаешь, говорит, я его развожу с утра, и я к вечеру понимаю, что у меня в объеме он даже увеличивается в разы. Я сразу подумала, что, может, будет не так эффективен, но, говорит, нет, эффективность вообще не потерялась, мне так понравилось, все так круто. И я потом сама действительно попробовала, ну, как бы он и работает тогда лучше, это логично, потому что у него появляется больше воды становится, да, соответственно, мы можем больше раскрыть волосы, поработать с ним. Поэтому берите себе тоже на заметку, что можете даже не перед самым нанесением, можете заранее, там, за час, за два развести этот продукт с водой, оставить в баночке, он там подстоит, увеличится в объеме, соответственно, у вас расход уже уменьшится этого продукта, и эффективность не потеряется. И проще тогда наносить. Вы видите, где у вас меньше нанесено, куда надо добавить. Вы чувствуете волос, да, что вот здесь наносите, допустим, я когда наношу наделю на 2 зоны. На эту зону я нанесла, пока я наносила, я понимаю, что с этой у меня уже водичка начала стекать, и он не такой стал мокрый. И я тогда беру, добавляю немножко воды, да, с крана, просто их смачиваю дополнительно, и сразу наношу тогда нашу масочку. И тогда у меня получится равномерное нанесение. Нету такого, что здесь я нанесла на мокрые, а здесь я нанесла на сухие. И таким же образом я распределила равномерно на одну сторону и на вторую. Наносим маску также только на длину, не трогая корень, обязательно, чтобы он у нас не пережирнился. Маску выдерживаем 15 минут, смываем. Можно под шапочку, можно не под шапочку, кому как удобно. Я пробовала и так, как бы разницы особо никакой я не почувствовала, поэтому это просто, ну, кто-то для самоуспокоения, наверное, может быть, одевайте шапочку, кому так нравится, и ходите. Смываем. Так как этот продукт, опять же, у него малость состава силиконов, да, его нужно закрыть. Тоже учитывается такой момент. Смотрите, когда мы нанесли, раскрыли волос, напитали его, да, но не закрыли, как бы работа считается незаконченной у нас. А закрытие волоса происходит, когда есть много силиконов. Это наши кондиционеры, как правило. Когда много масел, это тоже накопление пленочек, да, то есть силикон это пленки, это все, что закрывает наш волос. Вот мы поработали с продуктом, теперь нам нужно его закрыть. Мы после того, как смыли нашу маску, обязательно закрываем кондиционером.
мне, ну, какой у вас есть, ну, как правило, Абсолют, ой, да, серия Абсолют, у нее мало силиконов, вообще нету, поэтому после глубокого ухода я рекомендовала бы что-то вот из кондиционеров нашей Scalp Care, либо Herbal. Вот из этих что-то можно закрывать тогда нашу масочку. Хорошо сработает, маска сделает свою, как говорится, работу, кондиционер сделать свою работу, и вы останетесь довольные и счастливые. То есть тоже не забываем такой момент. Ну, некоторые даже просто об этом не знают, потому что мастера, ну, негде было узнать эту информацию, мастера, как правило, об этом не рассказывают, не уточняют все эти моменты, поэтому всегда закрываем маску кондиционера. Эта маска у нас глубокое восстановление. Ее мы используем примерно, ну, я рекомендую, скажем так, через 3-4 мытья головы, потому что если жирный тип кожи головы моет ее там через день, соответственно, ему надо через там, ну, на четвертый день. А если сухой тип кожи головы моет раз в неделю, то как бы каждое мытье ему тоже не нужно использовать каждую неделю. Тогда он, ну, увеличивается. Это где-то, ну, 3 недели получается, да, раз в месяц, грубо говоря. Поэтому всегда тоже говорите, через 3-4 мытья. Вот так. Каждый моет голову по-своему. И голову мы моем всегда по мере необходимости. Вот как вы чувствуете, что она стала у вас не свежая, загрязненная, вот тогда вы ее и моете. Не так, что чем чаще буду мыть голову, она привыкнет, начнет быстрее жирнеть и так далее. Такие тоже ходят истории. Такого тоже не существует. Кожа может по-разному выделять себум в зависимости от своего состояния внутреннего организма. У нас тоже гормоны разные бывают, да, они периодически у нас скачут туда-сюда. Да, поэтому тоже могут по-разному выделяться себум. Это тоже нужно просто чувствовать на себе. Но так, чтобы шампунь как-то повлиял на то, что привыкла кожа головы, ну, такого тоже не бывает. Поэтому тоже учитывайте этот момент и рассказывайте клиентам, что, ну, как бы такого не существует. Так, дальше. Наша новая линеечка Root Vital. Она у нас, сейчас покажу. Маска, шампунь и такой аппликатор. Она у нас заявлена как против выпадения волос. Давайте разбираться. Чем же она тогда отличается от нашей линеечки Absolute, которая тоже заявлена в первую очередь против выпадения волос. Так, эта линейка, сейчас, секундочку. Эта линейка предназначена в первую очередь, да, против выпадения волос, но суть у нее какая, скажем так, как вам донести правильно, чтобы человек тоже понял. В течение жизни наша кожа теряет свою эластичность, да, теряет свою влагу, она как-то по-другому начинает работать, да, коллаген тот же самый теряет, ну, короче, теряет свои свойства. За кожей лица мы ухаживаем, за кожей головы мы, ну, скажем так, ничего такого, увлажнения никакого мы не даем. Если в шампуне этого нету, да, как правило, тогда, ну, мы дополнительно ничего не наносим. Этот продукт содержит в составе, есть такая Smart Biome, называется, это как пробиотики такие для кожи головы, которые работают уже на глубоком уровне. Там целая у них система была, разработка, как сделать так, чтобы шампунь проник, как бы, да, вот в слои именно кожи, там тоже свои же есть капиллярчики, сосуды и все остальное, потому что шампунь, как правило, работает всегда более поверхностно. Вот, а наша компания разработала свою уникальную систему, которая позволяет вот этим всем компонентам более глубже проникнуть в нашу структуру, как бы, кожи, да, туда вот под наш эпидермис и поработать уже там. Так вот, вот эта программа, как бы, да, этот пробиотик Smart Biome, он именно работает на то, чтобы ухаживать за нашей кожей головы, скажем так, проще, да, увлажнить ее в первую очередь, да, чтобы она не так быстро теряла эластичность, чтобы она свойства вот эти питательные, которые доставляют, да, нашим фолликулам, нашим волосам, доставалось как бы правильно, да, в полной мере. За счет этого волос получает все нужное и не так быстро истончается, начинает выпадать, не так уже быстро выпадает с нашего фолликула, с нашей луковицы вместе. Так что вот эта серия, скажем, такая против, она как ухаживающая за вашей кожей, предотвращает, грубо говоря, старение кожи, и за счет этого волос держится там дольше,
и не так быстро выпадает. Кому же подойдет этот шампунь? Шампунь этот подойдет нормальному типу кожи головы, либо же ну, комбинированному можно. Можно также рассмотреть, если у кого сухой цвет кожи головы, но только если не чувствительный и хорошо человек переносит как бы вот эти освежающие эффекты ментола. Потому что в составе есть здесь ментол, да, который, опять же, придает больше циркуляции крови за счет того, что поступают туда всякие микроэлементы, волос начинает хорошо расти. Вот если у человека нечувствительная кожа, и он хорошо вот эти все факторы переносит, можно тоже ее рекомендовать, эту линеечку. Мягко очищает, очень деликатное очищение такое, да, не агрессивное. То есть у кого жирный тип кожи головы, как бы, ну, линеечка это точно не подойдет. Она больше все-таки такая вот к нормальному типу кожи головы, кому очищение нужно такое спокойное, не агрессивное, нормальное, просто хорошее очищение должно быть. Вот этот шампунь подойдет. Теперь перейдем к нашей маске. Производитель пишет, что это маска. Ну, да простят они меня, потому что я все-таки сторонница того, что это кондиционер. Я смотрела состав, разбирала его, так как у меня есть в этом тоже опыт и обучение проходила. Я не рекомендую ее использовать как маску, и тем более, ну, наносить ее на кожу головы. Может, кому-то она и хорошо будет заходить, не спорю, но есть вот девочки, я сколько общалась, я заметила, что когда наносят кожу головы, ну, становится просто быстрее жирниться волосы за счет того, что у нее есть силиконы, как бы, да, это логично. Она закупоривает немножко поры и, ну, быстрее жирнятся, все. Поэтому все-таки я бы рекомендовала использовать. Она классно работает, она очень хорошо разглаживает волосы. Сразу как бы наносишь, вроде бы эффекта нету, но через буквально там 2-3 минутки, даже, ну, меньше, наверное, минута, 2 минуты, ты волосы прочесываешь и начинаешь смывать с водой, ты понимаешь, что они становятся гладкие. Это классно, да, он густой по консистенции, за счет того, что, опять же, здесь есть и в структуре и масла, и увлажнение, и пантенол, как бы классно все. Но единственное, что как бы не наносить на кожу головы. Вот, ну, вот этот единственный момент, как бы я бы не наносила, не рекомендовала. Можно пробовать, ну, но я бы не советовала, в общем. Э, Я больше ее использую вот себе даже. Я иногда чередую эту маску, кондиционер, скажем так, маску. Ну, потому что для меня маска – это глубокий уход. Я не могу назвать маской продукт, который я использую как кондиционер. Да, могут быть написано, что это маска, но я понимаю, что она по составу и по своей рабочей способности – это кондиционер. Можно написать, что это и бальзам, но суть-то как бы не поменяется от того, что там внутри находится. Так вот, я люблю ее чередовать с серией Scalp Care. То есть я смотрю, могу нанести когда-то кондиционер, если это у меня скальпки, если, допустим, у меня глубокий уход был, я применяла тритмент, я закрываю нашим кондиционером скальпки. Если это у меня просто обычное мытье, я могу также нанести вот эту маску, кондиционер, скажем, Root Vitail, просто на себе на длину. Подержала, смыла, все классно, волосы расчесались, прекрасно, не путаются, напитанные, ну, как бы все классно. Так что тоже смотрите, рассказывайте клиентам, просто некоторые тоже видят, что маска, значит, надо использовать ее раз в неделю. Ну, как бы нет, и производитель такой тоже не заявлял, что мы должны ее использовать раз в неделю. Ее можно на постоянной основе использовать, ну, значит, это уже кондиционер, а не маска. Так что пользуемся именно как маска. Ну, кому подойдет, тоже хорошо, у кого светленый волос, но не густой, не такой прям толстый волос, у кого он все-таки, ну, к славянскому ближе типу, да, тоненький, э, пушистый, но не густой волос. У кого густой, скольки применяется. Так, и там в наборе еще тоже такой есть аппликатор, именно против выпадения, как бы, да, и для, опять же, ухода за кожей головы. Он наносится удобно. Тут есть такой ролик у нас, выдавливается здесь, прокручивается пимпочка, нажимается, выдавливается сюда наше средство и распределяете уже по
по корням, именно этим роликом. Удобно, ничего не течет, оно гелеобразное такое, волосы не переутяжеляет, вот этот продукт тоже не переутяжеляет волосы, не пережирнит, наносим ее на влажные после мытья, перед сушкой, да, вот вы помыли голову, полотенце сняли, по проборам нанесли, и все, приступаете к сушке. Очень классно, будет ухаживать дополнительно. Как я сказала, этот смарт-биом, пробиотик будет глубже проникать в вашу кожу, да, придавать ей эластичность, увлажнение, упругость, как бы, да, за счет чего у вас волосы будут хорошо держаться на голове, не будут выпадать. Так, про эти линеечки вроде бы все рассказала. Теперь перейдем к нашему несмываемому уходу. Многие девочки тоже его недооценивают, либо просто боятся за счет того, что, опять же, говорят, волосы потом к концу дня жирные, висят сосульками, тяжелые, некомфортно, неудобно. В общем, лучше ничего не буду наносить. Все, ничего мне не надо. Ошибочное мнение, заведомо, сразу говорю вам. Потому что это последний этап закрытия волоса. Если мы, допустим, делаем глубокий уход, нанесли шампунь, да, очистили кожу, нанесли маску, напитали, восполнили все дефициты, кондиционер нам эту всю маску делал, закрыл в волосе, оставил там все. А потом мы при сушке можем дополнительно разрушить вот эту пленочку, потому что в кондиционере пленочка слабенькая, и при воздействии температур, даже если фен у вас будет не высокая температура, да, даже просто потом в обычном состоянии высохнут волосы, да, и при хождении в течение дня все равно волос начинает немножко как бы раскрываться, травмироваться где-то и так далее. И наши все компоненты быстрее из него уходят. И для этого существуют у нас вот несмываемые наши уходы. Они нам дополнительно закрывают волос и дают защиту от фенов, в первую очередь, да, не от горячих температур, прям высоких, нужно понимать, утюжки или фен у вас там на самой максимально высокой температуре, тоже как бы защиту такую это не даст. От воздействия солнца, от того, что вы просто в течение дня трогаете их, расчесываете, это тоже травмирование. Где-то шея трется об одежду, воротники, тоже в течение дня волос, ну, как бы вот как мочалку, да, вы трете, он тоже травмируется. И когда вот, тем более, у нету защиты, ну, это все, это вдвойне ваш волос теряется. Поэтому несмываемые средства для этого и существуют, чтобы дополнительно закрыть и защитить наш волос в течение дня и дальнейшего хождения, как говорится, да, по улице и вообще. У нас их 3 вида существует. Протеиновая эссенция, масло для волос и эссенция для кудрявых волос. Сейчас будем подробнее рассказывать про каждую. Начнем с нашей протеиновой эссенции. Ну, это тоже уже, девочки, много кто ее полюбил. Я тоже. За счет того, что, опять же, в составе у него протеины, белки, аминокислоты, все, что нужно, у него увлажнение. И большой плюс в том, что он легкий, он в виде пенки. Он не переутяжеляет волосы от слова совсем. Ну, если крема там где-то можно еще переборщить и масло, то вот тут, ну, легкость однозначная. Как я и говорила, в салоне, вот, да, когда мы применяем именно салонную процедуру по уходу за волосами, вот эта вот троечка у нас всегда используется. Ну и кондиционер, конечно, я использую закрытие наш скальке. Опять же, закрытие волоса делает, напитывает его дополнительно белком, строительным материалом, да, и закрывает этот же, опять же, белок у нас в волосе. Волосы вот, ну, моментально запечатываются, я бы так сказала. Была у меня тоже девочка, пришла с пушистым волосом, ну, тоже говорила, ой, я ничего не наношу, потому что волос такой тоненький, да, боюсь переутяжелить, что не наносила, к вечеру у меня становятся жирные. Я говорю, хорошо, давайте попробуем, вам нанесу, вот проэкспериментируем, да, и вы посмотрите, увидите, как бы, стал у вас жирный волос или нет. Мы нанесли, она высушили феном, все, она такая смотрит на них, говорит, класс, говорит, я такого результата еще в жизни вообще никогда не видела. И сразу же ее заказала себе и приобрела. Ну, потому что волос сразу, пушок весь сгладился, запечатался, стал волос блестящий, ровный. Если она пришла такая вся растрепанная, грубо говоря, да, а ушла просто с гладким, закрытым волосом, красивым, блестящим. Ну, то есть результат был моментальный. И причем волосы стали живые, рассыпчатые, не склеенные вообще. Поэтому этот продукт просто, ну, находка для меня 100%, потому что
рекомендуешь и не боишься, что человек останется недовольный, потому, ну, все боятся переутяжелить волосы. Этим продуктом спокойно можно пользоваться всем, просто всем. Блондинкам в первую очередь, либо у кого были техники, какие-то химические завивки, у кого пушистый на концах волос, 100%. Также, но не забываем, что наносим мы все на мокрый волос. Как я и говорила, не ходим в полотенце ни в коем случае мы дома, потому что полотенце забирает лишнюю влагу из волос, что нам не нужно, да. Потом при нанесении их придется дополнительно их смачивать. Зачем нам это? Лишние траты. Как говорится, уходит влага с волос, а потом начинают они электролизоваться, сушиться и все так далее. Всякие проблемы на волосах. Поэтому полотенце мы промокнули, лишнюю влагу убрали, чтобы не стекала по вам вода, сразу же нанесли наш уход, и все. И дальше вы уже смотрите сами. Либо вы ходите, высушиваете естественным способом. Если вам где-то стекает, можете просто накинуть полотенце на плечи, чтобы вам было комфортно ходить. И либо приступаем к сушке феном. Уже кто как приспособился. Еще если волос у кого-то прям сильно поврежденный, плотный, скажем, да, толстый, не тоненький, кому будет недостаточно вот просто одной эссенции, можно добавлять наверх масло. Масло можно также наносить сразу же после этого продукта на мокрые волосы. Либо же уже потом на сухие, чтобы дополнительно где-то просто прогладить, если вам не хватает где-то в каких-то моментах, на кончиках, как правило. Просто дополнительно прогладили волосы, расчесали и все. Что-то хотела сказать, но упустила мысль. Ладно, сейчас, наверное, в потоке, как говорится, вернется ко мне мысль, я договорю про масло и про протеиновую эссенцию. Масло наше, оно, опять же, очень легкое, не переутяжеляет волосы, очень сложно им переборщить. Если вы неправильно нанесли, тогда да. Вот, вспомнила. Масло в одном экземпляре на мокрые волосы мы не наносим никогда. Всегда должна быть подложка под масло. Либо это в виде протеиновой эссенции, либо в виде этой нашей эссенции для кудрявых волос, крема. Он такой кремообразный. На сухие одно масло можете наносить, но на мокрые, если кто-то использует, никогда так не делается. Только сначала наносим какой-то из этих двух продуктов, потом закрываем маслом. Потому что масло это очень большая, ну, как скажем, пленка, которая, если проникает в мокрый волос, как мы знаем, он открытый, мы внутрь даем большую туда пленку, да, и что происходит потом, особенно если начинаем сушить волосы феном. Эта пленка просто начинает как бы гореть, грубо говоря, на ваших волосах. Это то же самое, как вы на сковородку налили масло. Вы включили сковороду, оно начинает по-всему все там шкварчать у вас, гореть. То же самое происходит в волосе. Потому что когда волос мы напитали нашим белком, да, как бы он наполнился белком, и поверх закрыли мы этот белок маслом, наша, да, пленочка закрыла нам этот белок, то есть у нас внутри волос уже не пустой, там уже что-то есть, и мы его закрыли, все, можете сушить, это будет работать как термозащита даже для ваших волос, потому что термозащита это, как правило, пленки, просто разной степени и разной плотности. Все, сушите феном и не боитесь. А если вы нанесете сразу на мокрый волос, волос открытый, вы туда дали максимум пленки, никакого строительного материала, грубо говоря, для волоса, ничего. Все, эта пленка начинает просто гореть потом, и волосы портятся. Тоже в этот момент такой всегда объясняйте клиентам, что на мокрый волос мы наносим только вот так. Если потом уже, когда волос высох, конечно, он уже закрылся, мы ему повредить никак не можем, мы можем нанести наше масло для того, чтобы сгладить, где-то пригладить волосы и так далее. Теперь расскажу про наш продукт, вот эту эссенцию для кудрявых волос. Чем она так хороша? Во-первых, за счет того, что в нее есть увлажняющие компоненты, ухаживающие, она очень хорошо будет ухаживать за вьющимися волосами, как несмываемый уход, да, работать, будет придавать красивый завиток оформленный, такой вот, да, не пушковый, а именно красивый завиток. У кого кучерявый волос, вот попробуйте, нанесите прям на мокрые волосы, да, и таким эффектом, как вы любите пожамкать, вместе с этим средством завиток станет более очерченный, не такой пушистый.
да, и будет в течение дня держаться как бы уже дольше, потому что тут как бы и фиксация небольшая будет, и также ухаживающие компоненты есть. Я также люблю его использовать и применять, если мне нужно, допустим, накрутиться на там утюжок, плойку, либо на стайлер на какой-то там Dyson и так далее. Тогда я наношу его на сухие волосы, именно только на нашу длину, не трогая корень, на длину наношу это средство. Оно будет работать мне как дополнительная как бы и защита, и создание завитка, потому что она же работает на завиток, да, для создания вот этого метода кучерявого, у кого кучерявый волос, чтобы он держался. То же самое получится у меня, когда я буду его создавать, но обязательно наносить его на сухой волос. И перед тем, как будете наносить, не использовать масло. Масло разгладит, и завиток не будет держаться. Чтобы создать завиток, нужен волос, чтобы был более шершавый. Наносим на сухие волосы, даем время какое-то немножко подсохнуть, как правило, около минуты, да, периодически прочесывая нашу длину. Все, и потом приступаете к накрутке, как обычно. То есть такой вот у него вот этого средства есть хороший такой лайфхак, да, что можно и как бы и людям, у кого кучерявые волосы, использовать, и девочкам просто кому хочется сделать накрутку. Тоже поможет. Также я его могу рекомендовать девочкам, у кого очень плотный густой волос, особенно если у кого он осветленный, либо какие-то были просто окрашивания, но он стал очень сухой волос, да, я понимаю, что ему надо прям хорошее питание, да, ну, могу тогда рекомендовать в дополнение вот к нашему к маслу вот эти два продукта. Не всегда, но могу иногда порекомендовать. Сначала наносить нашу вот эту эссенцию, независимо от того, что у него волос там не кучерявый, просто он требует более глубокого и более такого пожирнее, что ли, по текстуре продукта, который будет хорошо работать с ее волосом. Тогда я рекомендую вот этих два продукта. Сначала наносим на мокрые волосы нашу эссенцию для кудрявых и закрываем все это маслом. Такие вот два у нас, ну, вернее, три продукта для несмываемого ухода. Но всегда не забываем про него 100%, потому что он должен быть. Это дополнительное ваше закрытие волоса и защита. Все, что вам нужно запомнить. Если не будет у него защиты, ну, естественно, в течение дня он разрушится. Ведь наш волос — это что? Это, по сути, мертвая часть ну, нашего тела, грубо говоря. А это мертвая часть, все. Она в течение жизни, конечно же, мы ее травмируем, мы ее разрушаем. Почему всегда говорят, что корень у нас, когда такие волосы стали растут такие блестящие, живые, да, а вот по длине там такие тоненькие, болтаются, как три сосульки. Ну, конечно, сколько им там уже лет, если вы за ними не ухаживаете, представьте, это как человеку. Вы же с течением времени за собой же ухаживаете, да, применяете какие-то те же самые там витамины, БАДы и так далее, чтобы поддержать свой организм. То же самое мы должны делать и с длиной на волосах. Она в течение жизни тоже теряет все свои свойства, травмируется, истончается, мы ее опять же травмируем осветлениями, фенами, да просто ходим, да, как бы, и она вот об одежду у нас волосы трутся, и тоже они начинают, ну, сечение появляется на волосе. Это все как бы логично. Поэтому за ними нужно ухаживать. Это 100%. Если не будет ухода дополнительного, то и будут как бы волосы травмироваться, вы их не отрастите так, как вы хотите. Поэтому всегда быть должен грамотно выстроенный вам уход. Это будет залог и основа всего. Я всегда даже говорю, что я против иногда чего кератинов и ботокса, потому что я знаю, что всю эту проблему, вот, которую девочки хотят, да, вот этих гладких шелковистых волос, можно решить с помощью ухода. Это 100%. Да, кератин может нужен кому-то, у кого там прям нужен, у кого азиатские волосы, кудрявые, пушистые, очень они не могут с ним не справиться никак, кучерявые. Но, как правило, нашим славянским волосам, у кого они еще и тоненькие, осветленные, ну, эта проблема решаема. И не нужно никакие кератины. Кератины портят волосы наши славянские. Это уже доказано 100% всеми просто мастерами и специалистами. Так что если ваш уход выстроен грамотно, вся проблема у вас будет закрыта, и вам не нужно будет ничего делать с ними. И вы их отрастите, они будут у вас шикарные. У меня еще нету с собой нашего тоника